Арумысыз Крешенер. Здравствуйте, нагайбаки. Дорогие друзья, уважаемые земляки, выполняя волю коренных жителей Нагайбакского района, нагайбаков, руководство района обратилось в высшие законодательные органы страны с просьбой о признании нагайбаков как малочисленного коренного народа. К нашей радости 18 июня 1993 года принят закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о правовом статусе коренных малочисленных народов», в котором юридически закреплены основы правового статуса нагайбаков как коренной малочисленный народ. Настоящий закон дает возможность возрождения истории, культуры, традиций и обычаев нагайбаков как народа. Настоящий закон защищает права и интересы нагайбаков. Настоящий закон восстанавливает историческую справедливость в отношении нагайбаков. И на сегодня нагайбаки, проживающие на территории Нагайбакского района Челябинской области, совместно с людьми других национальностей, имеют полную возможность восстановления исторической справедливости, восстановления всех своих традиционных ремесел, традиций, обычаев, культуры и быта своего народа. И я думаю, что это радостное событие и радостная весть реально в условиях сегодняшнего дня, а нам с вами предстоит это воплотить в жизнь. Вы знаете, кто такие нагайбаки? Чаще скажут, что не слышали о них. Но уж кто слышал, без тени сомнения заявит, что нагайбаки – это крещеные татары. Иными словами, сегодня ты татарин, завтра тебя крестили в христианство, сразу превратился в нагайбака. Исторической наукой доказано, что предки современных нагайбаков – это татары, насильно крещенные в православную веру после взятия Казани Иваном Грозным в 1552 году. Может быть. Но почему в таком случае
Они не только не страдают от такого насилия, пусть и случившегося давно, а сделали это своим объединительным знаком, словно присущей только им родинкой. Крешенер, значит, крещеный. Нет, на насилие все это не похоже. Память народа бессмертна, и уж плохое, трагедию, чем только и могло быть насилие, она бы сохранила. На счету нагайбаков неисчислимое множество подвигов во имя своей Родины и России. В одном из самых опасных мест, где непредсказуемо и неотвратимо накатывались на Россию волны кочевников киргиз-кайсаков, как волнолом на бурном фарватере стоял Нагайбак годами, десятилетиями. Оно и понятно. Если бы отступил, лишился бы своей земли, своей родной реки Гумбейки. Сами названия нагайбакских станиц — Париж, Першампенуаз, Кассель, Остроленко — свидетельство воинских подвигов нагайбаков за пределами России. Я занимаюсь вопросами разработки алфавита русско-нагайбакского. Собираю, обобщаю, изучаю поговорки, пословицы, песни и устный фольклор. Нагайбаки, как мне удалось установить, они очень любят, ценят и стараются быть всегда предельно четкими в выражении своих мыслей. Об этом свидетельствуют поговорки, пословицы, которые вот мною собраны. Очень интересно. Вот такая пословица, как «Чап иткеннің аузы жанында, тырт иткеннің куты жанында». Вот, если тебе делать нечего, ты всегда не удел. Или другой, очень интересный: «Хайыршыге жел қаршы». Бедному всегда навстречу ветер. То есть бедному что-то всегда мешает, а богатому все способствуют. То есть они подчеркивают свое классовое неравенство. Далее, очень интересный алфавит, который представляет огромную трудность в моей работе пока. Работа эта сделана процентов на 40, если позволит мое здоровье, возможности мои, то в течение 2,
а может 2,5 лет я завершу эту работу и преподнесу небольшой подарок, небольшую радость моим землякам. Балалар, біз бүгін урокта, орманда, бақшада, үсе тұрған ешішелеріні үйренеміз. Мен өзім бик помидор яратам. Сөйлеп бергізелі меңа, қайсығызны ярата? Сен мына шурыны яратасың. Шуры, мына сен айтесің, мен қияр яратам деп. Сен қиярны өстіре білесің ме? Жай күні болышасың ма мамауыңа, папауыңа қияр өстірерге? Ол бет бек ауыр іш. Мен яратам қияр өстірерге. Жай күні мен аны ұтыйым, себем. Анан тұзлойбыз, анан қорбы ашайбыз. Подвиг нагайбакского народа по сохранению своей самобытности и культуры вызывает восхищение. Может, это единственный в истории человечества случай, когда при таком сильнейшем естественно-историческом давлении со стороны народов-соседей не произошло полного слияния нагайбаков с ними, не случилось беспамятства. И зависело это в полном смысле от каждого нагайбака. Невозможно не заметить мудрую организацию их обустройства, материального и духовного укрепления в этом мире. Что такое для нагайбака его малая родина? Во-первых, это унаследованная от предков территория, где есть все для духовного единения. Река-святыня, которая объединяет и народ, и территорию. Қазырында шундай модат күлме қара күрсак, бигреге бет бұвыр, жейге бірге құшылсақ. Зенгер күлмек, зенгер күлмек, зенгер күлмек ақ жаққа, зенгер күлмек ақ жаққаға, исі біз кетмей пока. Эй, жігірлер, қызлар, әйдеміз әлі, бұйышайық, жырлашайық. Молодец, Эндрик, бігей бербейсің, бігей бербейсің. Балалар, енді жырлашдық та бейіштік те, өзірдің ең яратқан сарашты қаласына жырлап қарайық. Ну и здесь на наших вот витринах показаны все наши парижские казаки. Парижане чтят их, о них память. И дорожат этой памятью, гордятся своими предками. И стараются, конечно, и привить и себе такие же качества своих предков-казаков. На братских пирах мы давно не гуляли. Нас в темных подвалах в затылок стреляли. Нас гнали в ГУЛАГ. Ветшают кресты на всемирном погосте. Но мы проросли сквозь железо и кости на всех рубежах. Доверчивы мы, гостю чарку на блюдо. Лишь только бы не было хитрого блуда.
окольных дорог. Не нам забывать, что в российском веселье, где щедрый хозяин, там злое похмелье, помилуй нас Бог. А в небе костры первых звезд замерцали, наверное, и там, на Вселенском привале казачьи полки. Поднимем по кругу заветную чашу за волю и братство, за прадедов наших. Гуляй, казаки! Есть крещены говорят, это синоним только, что мы крещенные, крещены. А нас называют нагайбаками. Даже не нагайбаками, а правильно называют нагуйбек. Нагуйбек. Это как бы кастовая прослойка, вот военизированная. Потому что у нас, как, рождается сын в семье, до 13 лет он у матери. После 13 лет его забирают. Начинает обучение на лошадей, вот рубки, все прочее, прочее. Были специальные лагеря. Это были военизированные части. И вот я вам говорил же, что название Фершенпенауза и Лекполе, вот, наверное, вот эта орда от времен Ивана Грозного находилась в то время между Яйком и Уралом, где-то в теплых местах, потому что говорили, что оттуда, где мы пришли, там тепло. Куда более теплее, чем здесь, и более благоприятной земле, и лучше было жить. И даже говорят предания так, что Сюембике, вот, последняя жена казанского хана, была из рода нагайбаков. И она всегда утверждает, что мы казаки. Издревле идет казаки, от нас это. Молодежь жиылмай, мына біз өзіміз восстановиттерге тырышабыз, енді өзіміздің насыбымыз. Акулина Егоровна сказала следующее, что раньше мы жили на Гайбаке одной кучей, проводили свои вечера, песни, свою культуру, а сейчас вот мы вместе живем и с татарами, и с русскими, и с мордвой, и другими нациями. И постепенно стали терять, вот размывать и границы этой культуры. А вот в настоящее время... Я люблю стихи рассказывать, Габдулла Тукайның стихларын рассказываю, иногда сама сочиняю. Танцевать немножко люблю, петь люблю, сырларга бергенде.